Наши соседи закидали весь сегмент Рунета о своих великих подвигах и победах, при этом видимо не осознают, что вызывают смех окружающих их народов, читающих эти чудовищные фальсификации истории. Вот первая из этих ингушских историй, о которой с бравадой не стесняясь поведал даже мэр Магаса Цеичоев, в XIII веке, напав на государство Галгаев, ингушей, Аланию и разрушив столицу город Солнца Магас, Чингисхан оставил заметку в своем дневнике: «Я завоевал пол Европы и город Магас», то есть он сравнил битву за город Магас с битвой за целый материк. При всем том, что отношения ингушей к аланам и к самому аланскому государству достоверных исторических свидетельств нет, кроме тех, что Нурдин Кадзоев написал вилами по воде. Но их даже не смущает, что к моменту захвата Магаса, сам Чингисхан был мертв более 10 лет. Дата смерти Чингисхана ни у кого не вызывает сомнений. Он умер в начале осени 1227 года. По сведениям летописца Рашид ад-Дина, осенью 1237 года царевичи Мингу-хан и Кадан пошли походом на черкесов и зимою убили государя тамошнего по имени Тукара. После этого монголы приступили к выполнению главной задачи кампании покорению Алании. Бату-хан придавал особое значение походу против алан. Целью похода был захват степной и предгорной зон Алании и ее столицы Магас или Маас. Точное название этого города-крепости и место его расположения остаются спорными. Видимо, верховный жрец культа Кибелы и Кьёбул Йорда Руслан Бузуртанов, медитируя, выходит на связь с потусторонним миром и узнал мнение у души Чингисхана об этом походе и передал сведения Нурдину Кадзоеву. Ничем другим этот исторических фейк не объяснить. Следующая грандиозная баталия ингушей, выложенная в интернете, генерал Ермолов писал: «Я послал к ингушам 18 тысяч казаков, считая, что их по численности ингушей будет достаточно. Приехав утром из завоеванной Чечни посмотреть на завоеванные земли ингушей, я увидел только трупы казаков и понял, что действительно этот народ и есть воинственный и никем не покоренный народ ингуши, развернул карету и поехал в свою Чечню отдыхать. После этого поражения я приказал установить редут на подходах к Назране для защиты осетин». На самом же деле Ермолов о ингушах писал, что это племя было приведено к покорности кроткими мерами генерала Дельпоцеу. Авторы данного исторического пасквиля даже не удосужились почитать материалы о сражениях периода Кавказской войны, такие как битвы за Ахульго, Дарго и при Валерике. Ни в одном из сражений не было таких огромных потерь, как в ингушском варианте, но в истории о нем нет ни сведений, ни даты, ни места, где оно произошло. Это был второй фейк. Ингуши стали ланскнехтами, примечание. Наемники советской власти, ее опорой, не допуская, однако же, проявления ее в своем крае. Одновременно они старались завязать сношения с Турцией и искали турецкой помощи из Елисаветополя, немецкой из Тифлиса. В августе, когда казаки и осетины овладели Владикавказом, ингуши своим вмешательством спасли Терский совет комиссаров, но при этом жестоко разграбили город и захватили Государственный банк и Монетный двор. Они грабили всех соседей, казаков и осетин во имя исправления исторических ошибок, своего малоземелья и через полосицы, большевиков в уплату за свои труды и службу, кабардинцев просто по привычке, и владикавказских граждан за их беспомощность и непротивление. Их ненавидели все, а они занимались своим ремеслом дружно, широко, организованно, с большим размахом, став наиболее богатым племенем на всем Кавказе. А что было далее, наши соседи по своей природной скромности и застенчивости умалчивают. Посмотрим, что же было потом. Начинают прибывать части добровольческой армии на Северный Кавказ, и вот что пишет Деникин далее: генерал Ляхов, оставив часть сил для обеспечения Прохладненского узла, двинул войска генералов Шкуро и Геймана обоими берегами Терека к Владикавказу, а черкесскую дивизию генерала Келич Гирея в долину Сунжа на Грозный. Пройдя до Охлова, черкесы встретили неожиданное сопротивление со стороны ингушей, которые, выставив хорошо вооруженный 2000-й конный отряд, прикрыли отступление большевиков и отказались пропустить наши войска до решения Ингушского национального совета, заседавшего в Назране. Генерал Келич Гирей вступил в бой с ингушами, но потерпел неудачу и, не рассчитывая на свои силы, свернул кружным путем на станицу Слепцеовскую и взял ее с боя, но попал в трудное тактическое положение между ингушами и большевиками. Генерал Ляхов направил крупные части из своего резерва в Прохладный для ликвидации сопротивления непокорных аулов и одновременно предъявил ингушскому народу ультимативное требование сдать оружие, очистить Владикавказ и окрестные селения, восстановить снесенные терские станицы. Переговоры намеренно затягивались ингушами, и наступление черкесской дивизии на Грозный задержалось.
Между тем до сведения моего дошло, что какие-то сборные отряды под английским командованием направлены из Петровска к Грозному. Во избежание нежелательных последствий иностранной оккупации огромной важности нефтеносного района, я приказал возложить задачу овладения Грозным на генерала Покровского. После двухдневного жестокого боя, город был взят. На Владикавказском направлении шло наступление отрядов Шкуро и Геймана, которые, преодолев сопротивление противника на линии Ордона-Ильхотова, к 19 января подошли к Беслану. В двухдневном бою опрокинули большевиков, беспорядочно отступивших к Владикавказу, и 21-го генерал Шкуро ворвался уже в заречную часть города, заняв кадетский корпус. 24-го в его руках было северное предместье, чем отрезан был противнику путь отхода и по военно-грузинской дороге. Многие комиссары и совдепы кавказских городов успели, однако, бежать в первые дни осады в гостеприимную Грузию. Большевики совместно с ингушами оборонялись с большим ожесточением. Части генерала Геймана, наступавшие с севера, находились под ударом с фланга и тыла, со стороны ингушских аулов, с населением поголовно вооруженным, поднявшимся в защиту большевиков. Потребовалось 6 дней упорной борьбы, ряда последовательных ударов по ингушским аулам, в которых большевики совместно с ингушами отчаянно защищали каждую саклю. И только 27-го Ингушский национальный совет выразил от имени народа полную покорность, приняв все наши условия, а 28-го, после 10-часового уличного боя, наши войска овладели Владикавказом. А вот как вспоминал генерал-лейтенант Шкуро о этих событиях, чтобы подстегнуть рвение своих ингушских союзников, 4 февраля Орджоникидзе объявил о создании особой Горской Советской Республики. Задачей генерала Геймана было после занятия ряда аулов взять центр Ингушетии Назрань. Задача оказалась сложной, так как ингуши защищались отчаянно, и взятие каждого аула и хутора стоило немалой крови. Шкуро взял Муртазово после чрезвычайно упорного и кровопролитного боя. В дальнейшем, однако, ему удалось убедить ингушей в бессмысленности сопротивления. 9 февраля Ингушский национальный совет капитулировал, сдав Назрань и приняв все условия добровольцев, а 10-го, после 10-часового уличного боя, был взят Владикавказ. Одновременно с атаками на город белые перерезали дорогу из Владикавказа на Базоркино, где находились Орджоникидзе и штаб командующего вооруженными силами Терской области Гикола. Ингушские и кабардинские отряды предприняли атаку против белых, но восстановить связь с городом не смогли. 11 февраля красные отступили из Владикавказа в Грузию. Шкуро бросил конницу в преследование. По его словам, не зная, где проходит граница, казаки вторглись в Грузию верст на 40 и изрубили множество большевиков. Грузинское, храброе воинство также бросилось бежать от казаков без оглядки. Остальные силы Красной армии во главе с Орджоникидзе, Гикола и Дьяковым ушли в Горную Ингушетию. Затем Шкуро поехал на бронепоезде в Назрань, где встретился с представителями ингушей. Те обещали не воевать с белыми, а Шкуро обещал в будущем собрать съезд, чтобы решить их конфликт с терскими казаками. В целях устрашения своих противников и сторонников советской власти белое командование применило репрессии. Ингушские селения Далаково и Кантышево, первыми оказавшие сопротивление белым, были сравнены с землей. Та же участь ожидала Базоркина, но затем было решено ограничиться взиманием большой контрибуции. По некоторым данным, люди Шкуро закопали во Владикавказе во дворе кадетского корпуса и рядом с ним до 17 тысяч тифозных красноармейцев, причем некоторую часть из них почти живыми. За 6 дней все было закончено. В итоге к февралю 1919 года войска Деникина заняли территорию Северного Кавказа, обеспечив себе более или менее прочный тыл для последующих наступательных действий. Неподконтрольными белым оставались только Чечня, где укрылось большевистское руководство во главе с Орджоникидзе, и Дагестан, где с 1918 года продолжалась чехарда сменявших друг друга правительств и военных диктатур. Также продолжался велотекущий пограничный конфликт с Грузией, завершить который в пользу России мешало только противодействие англичан. Плоскостную Чечню Деникин подчинил в ходе быстрой и жестокой карательной операции в марте-апреле, но для овладения горными районами не было ни лишних сил, ни времени. Дагестан был занят мирным путем в мае, при этом глава местного военного режима генерал Халилов был назначен Деникиным правителем автономного Дагестана. Сколько же слов сказано о решающем вкладе ингушей в дело установления советской власти на Северном Кавказе и о так называемой Красной Ингушетии, авангарде горских республик, стремящихся к светлому будущему. Но ингуши, на самом деле, встали не на защиту советской власти и не ради коммунистической идеи, а за земли в Тарской долине. Многие видные ингушские деятели,
в особенности офицерство, как раз-таки, были на стороне Деникина. Об этом ингушские историки предпочитают говорить или умалчивать в соответствии с политической конъюнктурой в России. Подвигнул ингушей на выступление против армии Деникина соратник вождя мирового пролетариата, большевик Серго Орджоникидзе. Он громогласно заявил, что советская власть согласна передать ингушам земли 4 казачьих станиц, отделявших горную Ингушетию от плоскостной. Это станицы Воронцово, Дашковская, Тарская, Сунжинская и Камбелеевские хутора. Именно за эти земли, отобранные у них царской властью, а также за Владикавказ и воевали ингуши. Вот вам и вся правда об ингушском разгроме Белой армии.